Владимира Зеленского. Как вы думаете, почему именно в 20 раз сокращается концентрация земель в одних руках? С чего бы решили идти на такой компромисс? Вообще, это то, что должны произойти в земельных отношениях реформы, это понимают все, и даже те, которые имеют какие-то собственные интересы. Но в основе, я так вот наблюдаю, это уже не первый раз попытка вынести и принять. В принципе, можно назвать это и без обсуждения, вот этой монобильшестью. В основе лежит то, что у всех есть очень серьезные тревоги. Это и у депутатских групп, это и у непосредственно у самих либо фермеров, либо имеющих эти паи на руках. Вот тревога, что все это опять будет неким таким МММ, тобто вот в 90-х годах давали такое понятие, как сертификаты, если помните, и потом ваучеры вот эти. И тут появилась дискуссия вокруг условий таких, гарантий защиты, да, вот, людей. И среди этих условий, конечно же, это в первую очередь то, чтобы невозможно было определенным олигархическим группам, и в том числе там подставным через, скажем, российский, в основном всех тревожит российский такой, мягко говоря, инвестор. Или я бы назвал бы оккупант уже в земельных отношениях, который может войти сюда с большими деньгами. И поэтому количество вокруг вопроса, сколько гектар в одни руки, грубо говоря, снизилось сейчас после серьезных таких вот акций протеста. Но раз идет такой компромисс со стороны действующей власти... Это еще не все. И дальше речь идет о том, чтобы оценочная стоимость земли, она в разных регионах Украины разная. И ее надо настолько градацию сделать так, чтобы невозможно было по базовым ставкам покупать в лучших регионах лучшую землю. Но нынешний законопроект «Слуг народа» этого не предусматривает, нет, правильно я понимаю? Нет. И то, что до 20 тысяч гектар снизили, я думаю, это тоже еще будет очень-очень дискуссионно.